Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Воспитала не одно поколение. Тинагарской средней школе имени Гиви Хуриева 90 лет. Южная Осетия и проект «Навигаторы детства». В информагентстве «Спутник» состоялась пресс-конференция. Изучить биографию и труды Васуабаева. На ГТРК ИР готовят новый телепроект. Сегодня в Тинагарской средней школе праздник. Учебное заведение отмечает 90 лет со дня образования. Выпускники разных лет с теплотой вспоминали годы, проведенные за партой. Особо символичным стало присутствие директора нашего телеканала Батрадза Хуриева. Школа носит имя его отца Гиви Хуриева. Торжественное мероприятие посетили председатель правительства Константин Джусоев, члены правительства и приглашенные гости. Премьер-министр Константин Джусоев передал слова поздравления от имени президента республики и вручил государственные награды учителям. Президент сегодня должен был присутствовать на этом мероприятии, но он не смог. По его поручению я бы хотел, конечно, поздравить Албана Бунахурзаха. Всех хочу поздравить сегодняшним коллегам, всех преподавателей, учеников, выпускников, многие достойные люди нашей Родины, выпускники этой школы. От всей души вас поздравляю. И по поручению президента было принято решение наградить особо отличившихся сотрудников этой школы. Указ президента Республики Южная Осетия. Наградить почетной грамотой Республики Южная Осетия государственную образовательную организацию Тинагарская общеобразовательная школа имени Хуриева Гиви Георгиевича. Полностью материал о Тинагарской школе смотрите в вечернем выпуске новостей АБОН. А мы продолжаем наш выпуск. 12 ноября в Женеве завершился 65-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Юго-осетинскую делегацию возглавил госсоветник президента Константин Кочьев. В ходе раунда состоялась дискуссия по вопросам безопасности и стабильности в районах, которые прилегают к госграницам между Южной Осетией и Грузией, а также между Абхазией и Грузией. Представители юго-осетинской делегации отметили, что важнейшим фактором для стабильности и безопасности стало бы начало работы по делимитации и последующей демаркации госграницы между Республикой Южная Осетия и Грузией. Юго-осетинские, абхазские и российские участники заявили о том, что эффективность усилий по обеспечению безопасности и дальнейшей нормализации ситуации в регионе напрямую зависит от обязательств по неприменению силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, которые должна принять на себя Грузия. Продолжению работы по данному направлению было уделено главное внимание участников дискуссии. К другим темам. В районах республики актуальна тема заготовки на зиму дров. Учреждениям и малоимущим гражданам в этом вопросе помогает государство. На сегодняшний день план выполнен на 80%. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Работа по заготовке и обеспечению дровами государственных организаций, районных учреждений и малоимущих семей продолжается. ГУП «Югослеспромхоз» в этом году получил заявки свыше чем на 1000 кубометров древесины. В основном заявки поступают от госучреждений, сельских администраций, образовательных учреждений, а также от нуждающихся граждан по запросам Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии. В пределах чуть более 1000 с лишним кубометров. Когда мы хотим башать таким, удовольствие районная администрация номер балаварты заявка-то. Сентябрь, октябрь. У меня дортермана есть пограничная служба КГБ, оборона. МЧС Республики нашей, Знаурский районный суд и так далее. ГБУТ, Знаурский районной больницы.
По словам Валерия Джабиева, на данный момент лесоматериал заготовлен на 80%, что соответствует плановой подготовительной работе. Руководство комитета лесного хозяйства своевременно выделило специальные лесосеки для заготовки дров во всех районах республики. باشد تکوت تامشه بریگادات هستی به دو گورت سارستام زاکلوچات کوتام دو گورت ما ani занимаются поставкой топливных дров всем организациям и учреждениям. Хавдуны дартарманан по дунью сержуар комитеттератта заявка 400 кубометров каш тақом ластер шавой сада хажарма ал хажарма дар пар кубометр. Управление лесного хозяйства обеспечивает дровами организации ежегодно, зачастую перевыполняя план. Можно с уверенностью сказать, что проблем с заготовкой дров нет, подчеркнул Валерий Джабиев. Хабунион косисам по всей республике вачластер шедис чуть более 80%. Но именно даже с чатта сукта, чаттаст просто масама ханкавы кунатна бахачаканы. Замагершед май ал организация да республика и район таюл да ревтонгер шавжеста сугай кодем галафта. В прошлом году было заготовлено примерно 2000 кубометров древесины. Поскольку в этом году в некоторых заведениях была установлена отопительная система, количество запрашиваемой древесины уменьшилось. Также, если в управлении поступают сообщения о нуждающихся семьях, ведомство сразу реагирует и оказывает помощь. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения – приоритетная задача. Так считают в России. Южная Осетия тоже присоединилась к всероссийскому проекту «Навигаторы детства». Несколько десятков педагогов из нашей республики уже прошли программу повышения квалификации. Обо всех нюансах сегодня рассказали представители Минобра и сами педагоги. В пресс-центре «Спутник» прошла пресс-конференция, посвященная всероссийскому общеобразовательному проекту «Навигаторы детства». Проект начнет функционировать в Южной Осетии с Нового года. В планах Минобразования охватить все школы республики, отметил заместитель министра Александр Голованов. Также наставники победителей в будущем продолжат периодически проходить повышение квалификации. Это будет происходить с некой периодичностью, то есть это не разовый какой-то процесс, не разовая акция, это процесс, постоянный процесс, постоянное повышение квалификации, постоянный обмен знаниями, обмен опытом. Это и выезды наших коллег за пределы Южной Осетии, это и к нам будут приезжать наши коллеги из Российской Федерации. То есть это будет очень плотное, регулярное взаимодействие. По итогам конкурса победителями проекта «Навигаторы детства» стали 71 участник из Южной Осетии. Однако не каждый из них сразу же получит работу в школах республики, подчеркнул Александр Голованов. Процесс отбора будет трехсторонним, с участием Министерства образования, российских организаторов проекта и директоров школ. В составлении плана воспитательных мероприятий совместно с директорами, совместно с советниками директоров по воспитанию, безусловно, в этот план будут включены все необходимые наши национальные культурные мероприятия, которые будут очень самым полным образом освещаться, и дети будут принимать участие, естественно, во всех этих мероприятиях. Ключевым моментом тут является именно план воспитательной работы. И уже при составлении плана мы учитываем все необходимые особенности. Самым полным образом будет освещен наш национальный компонент, наши традиции, наша культура. Проект реализуется в Южной Осетии совместно с Россией. Его целью является развитие воспитательных практик в школах республики, поддержка педагогов и создание условий для формирования у молодежи устойчивых духовно-нравственных ценностей. Министерство образования и науки республики подписало соглашение с Российским детско-юношеским центром. Это федеральная структура в Российской Федерации. Коллеги оказывают и будут оказывать нам всю необходимую методическую помощь, все свои наработки. У них данный проект, если я не ошибаюсь, уже года 3 как успешно функционирует в российских школах. То есть выстраивание единого контура, единой парадигмы воспитания, воспитательной системы по всей Российской Федерации. В рамках проекта в школах республики появятся советники директоров школ по воспитательной работе, основной задачей которых станет воспитание у детей традиционных ценностей. 42 педагога из Южной Осетии прошли 6-дневное обучение по программе повышения квалификации в Международном детском центре «Артек».
Это кадровый резерв, это будущие советники директоров по воспитанию. Естественно, если бы у нас в республике была 71 школа, то каждый из них был трудоустроен сразу же. Придется выбирать из этих 71 тех, кто будет непосредственно трудоустроен в школы. Мы, безусловно, учитываем мнение наших российских коллег, которые проводили этот конкурс, которые обладают большим опытом в данном вопросе. Ну и, безусловно, мы не можем не учитывать мнение директора, которому работать непосредственно с данным специалистом. Воспитатель Мария Твердохлеб отметила, что участие в проекте – блестящая возможность для реализации разнообразных идей. Для каждого, наверное, с детства, да, ученика или педагога есть кто-то, на кого ты равняешься. И вот, наверное, наставник – это будет тот, на кого нужно будет равняться, тот, который передаст весь свой опыт, пусть даже малочисленный опыт, да, но он покажет на своем примере, каково это быть естественным, каково это быть, наверное, не замкнутым в себе, а реализовать себя через такие большие возможности. Программа проекта была насыщена. Она включала и культурные мероприятия. Конкурсантам проекта подарили специально сшитые рубашки, украшенные национальной атрибутикой, нашивками проекта и Минобразования Южной Осетии. Цель наставника – создание команды между директором, советником директора по воспитательной работе, классными руководителями, родителями и детьми, отметили участники и победители конкурса. Эльвира Тибилова, Рауль Кочев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Наш телеканал ГТРК ИР готовит новый проект «Ир зоны надо Саон стала». Он посвящен непревзойденному ученому-лингвисту, иронисту Васу Абаеву. Главные герои телепроекта – старшеклассники. И задача у них не из легких – убедить членов жюри в том, что о жизни и научной деятельности Васу Абаева они знают все. Победит, как обычно, сильнейший. Тему продолжит Алена Оттаева. На ГТРК ИР прошел первый тур проекта «Ир зоны надо Саон» стала основная тема проекта «Васу Абаев и осетинский язык». Программа посвящена 125-летию со дня рождения ученого-лингвиста-ирониста Васу Абаева. Конкурс проводится впервые и направлен на популяризацию родного языка. Основными действующими лицами проекта стали старшеклассники как городских, так и районных школ республики. Кастинг прошли 10 сильнейших конкурсантов. Проект ومنموي هما ماخ سم رزق فلتر آخر کنم سمای سقودت رادت تنزونوی اما سمای آخر مخور کنت تصارد مسفل دستادی مزونگا کنوی کاستینگ مربوط تن بیرادم اسم خدا کاستینگ گوتن آبوندی فتزاکتور اما زخادی استفون زدی ماگم. Проект реализуется совместно с Комитетом по молодежной политике и спорту. Тengers gumunu ochem może locht keczawy, kasterteje juder bochoch kutohu modom och chiteko takustom obojtowo svenstam safedunte virostu, čigen oši możemy obojtowo sven roka senkojt čigen serberzon doit umejem ju korodem, hister korodem, ochem może takie rozinč. Ochan fodot kejdetincs, kezdertet avtok divunai hajat kejszincs. Тенксерберзон тен измахадегдер хохам курдиочен фасиведнам кейс. Знания конкурсантов оценивает компетентное жюри. Участники проекта были подготовлены на высоком уровне, и отобрать из них сильнейших для членов жюри было непростой задачей. В первом туре проект должны были покинуть 2 участника, но единогласным решением оставили одного. Во второй тур из 5 конкурсантов прошли учащиеся 11, 12, 6 и Государственного лицея искусств. جوريان خاص كوندرسات سماوز سفلت فون سفلوناي رافزاروي ارمستر تاي اما مخن جوريان سفلت افتخور سخي بسطة كتوي اما جوريان نبون نسي اما دوا نبون نسي ابورن رافزارستم يوه ويدر تنك خورزدي تنك خورز با فرستا فلوتر خزدر رافزارستم ابون مبراف رايستم سپار فتك في خطم هفتمي ومجد دوا برستيقم والدايخسز گندر منو لب بوتافت تخجن كي زورنس ما
Подобные проекты положительно сказываются на развитии детей, знакомят с выдающимися личностями Осетии, которые внесли значимый вклад в сферу науки, языка, литературы и культуры. В своих докладах участники подробно рассказали о жизни и творчестве гения Васо Абаева. В этом и состоит требование проекта. واسوی فرسه ابو نیکه ولبون افتازخن اما نورت کچتا ایرون آدم نیست نفزاگی ما باست قد تکتنن آلس در نوختا ایستوریون اتیمولوگون زردو تایرای دو اما زون آدون واتس تلفاو نفزاگ باقا قنم باورم بد فتزاگ بینون تخسن آغا خزار گولگ در قوام فستوی غاودام خطای ام ایرون آوزورنز آبو ماخ دوجه تنگاس جگه قوه آبایت واسوی خوزده کتانم فزه میگوی اما تانو взаг зоны надо ног сталось касит. Финал конкурса состоится в день рождения Васо Абаева 15 декабря. Все участники конкурса будут награждены дипломами и сертификатами, а финалисты получат денежные вознаграждения. Алена Утаева, Давид Туаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Осень – любимая пора многих художников. Именно в это время года в природе можно увидеть все разнообразие красок. Не только видеть, но и изображать эту красоту учат детей во Дворце детского творчества. Обучаться в кружке изобразительного искусства всегда много желающих. Наш корреспондент Дарья Хуриева окунулась в творческую атмосферу. В мире творчества нет неправильных линий, слова некрасиво. Есть только вдохновение, фантазия и хорошее настроение. Ребята учатся не просто держать кисть, они учатся выражать свои мечты на бумаге. Во Дворце детского творчества жизнь кипит каждый день. Здесь юные художники собираются в своем любимом месте – кружке рисования. Для них это не просто хобби, а целый мир красок. Желающие могут записаться в течение года. В данном направлении функционируют 4 группы юные художники, работающие по программе «Волшебная палитра». Занятия проводятся 3 раза в неделю в соответствии с программой. Под руководством опытного педагога ребята осваивают основы изобразительного искусства. Учатся правильно держать кисть, чувствовать цвет и видеть красоту в самых простых вещах. Здесь рождаются первые пейзажи, натюрморты и даже портреты. В течение учебного года дети знакомятся со всеми жанрами живописи, также учатся основным приемам и способам рисования как карандашом, так и красками. Основные темы, которые охватывает наш учебный год, это пейзаж, портрет, натюрморт. Также дети очень любят рисовать животных, птиц, подводный мир. В течение года мы проводим тематические конкурсы, в которых наши воспитанники принимают активное участие. Каждое занятие – это маленькое путешествие в мир творчества. Кто-то выбирает яркие оттенки, кто-то мягкие теплые тона. У каждого свой взгляд, свое настроение, своя маленькая история на листе бумаги. Я люблю рисовать, потому что я дома очень часто рисовала, и я сюда пришла, чтобы больше хорошо научиться. Можно получить зеленый цвет, красный там или фиолетовый. Очень часто ходим на выставочные работы, чтобы посмотреть, как рисуют профессиональные художники. Здесь важно лишь желание творить и получать радость от процесса. Многие воспитанники кружка уже участвовали в городских выставках, а некоторые мечтают связать свое будущее с искусством. Мне очень нравится рисовать красками и карандашами. Когда я вырасту, я буду художницей. Я хожу на рисование, чтобы хорошо рисовать. Люблю рисовать. Кружок рисования при Дворце детского творчества – место, где каждый ребенок может раскрыть себя. Ведь рисование помогает не только развить художественные способности, но и учить терпению, внимательности и умению замечать красоту вокруг. Дарья Хуриева, Давид Туаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 15, ночью плюс 6. В Заузском районе ожидается небольшой дождь. Днем 14 градусов тепла, ночью 8. В городе Квайса тоже дождливо. Днем плюс 11, ночью плюс 7.
В Ленигорском районе днем плюс 16, ночью плюс 8. В столице республики в Цхинвале пройдет небольшой дождь. Днем 15 градусов тепла, ночью 8. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, мы работали в прямом эфире. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. Всего доброго.